Был представлен текст поздравительного обращения основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по случаю Дня государственного языка Республики Таджикистан. К другим темам. Сегодня состоялся телефонный разговор между основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин искренне поздравил президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона по случаю дня его рождения. Стороны в продолжении искреннего телефонного разговора уделили особое внимание обмену мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив двухсторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Российской Федерации в сферах, представляющих взаимный интерес, при этом отметив свою готовность и заинтересованность в еще большем укреплении межгосударственных отношений во всех сферах. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы главы государств, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества на всех уровнях, выразили удовлетворение по итогам ответных государственных визитов, подписания новых документов, желаний и усилий двух народов в укреплении дружбы и братства, сегодняшним состоянием взаимных связей двух стран в приоритетных сферах. Также стороны выразили готовность и совместные усилия для выведения отношений двух соседних стран на новый качественный уровень, отвечающий интересам народов обоих государств. Глава государства Узбекистан искренне поздравил президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, по случаю дня его рождения. Сегодня, 5 октября 2018 года, в честь дня рождения основателя мира и национального единства, дня рождения нашего лидера, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в его адрес поступают поздравительные телеграммы от глав ряда зарубежных государств и правительств. И вот некоторые из них, сейчас мы их вам зачитаем. В своем поздравительном послании председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь в адрес президента Республики Таджикистан пишет: «Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Выражаю вам наилучшие пожелания и поздравления. Под вашим неуклонным руководством созидательные работы в Таджикистане достигают все новых значительных объемов. Китай, как соседняя страна и всесторонний стратегический партнер, выражает удовлетворение достижениями Таджикистана и решительно поддерживает таджикский народ под вашим руководством на пути дальнейшего развития, отвечающего национальным интересам страны. В настоящее время отношения Таджикистана и Китая находятся на наилучшей стадии развития. В июне этого года в рамках вашего визита в Китай для участия на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао мы провели плодотворную встречу и приняли новые стратегические планы по нашему сотрудничеству. Я придаю огромное значение развитию отношений Таджикистана и Китая и высоко ценю наши добрые деловые отношения и тесную дружбу, установленную с вами. Я готов приложить усилия вместе с вами для придания импульса дальнейшему развитию всесторонних стратегических отношений между Китаем и Таджикистаном для благополучия и процветания наших народов и наших стран. Желаю вам здоровья и успехов в работе». В поздравительном послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина говорится: «Уважаемый Эмомали Рахмон, примите искренние поздравления по случаю дня рождения. Вы пользуетесь заслуженным уважением среди соотечественников и высоким авторитетом за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны. В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению конструктивного диалога с вами и тесной совместной работы по двусторонней и международной повестке дня на благо дружественных народов наших стран в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности. От души желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья,
благополучия и успехов. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем поздравительном послании лидеру Таджикистана пишет: «Уважаемый Эмомали Рахмон, примите мои самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. В Узбекистане знают вас как выдающегося государственного и политического деятеля современности, дальновидного, талантливого, мудрого руководителя, обеспечивающего всестороннее развитие страны. Неоценима ваша роль как лидера нации в укреплении независимости и государственности в Таджикистане, уверенном продвижении по пути социально-экономического прогресса, обеспечения в стране мира и стабильности, межэтнического и гражданского согласия. Ваша эффективная государственная политика получила признание в мировом сообществе и способствует росту авторитета Таджикистана на международной арене. Хочу выразить глубокую признательность вам, как истинному, проверенному временем другу Узбекистана, за ваш огромный личный вклад в укрепление и развитие дружественных связей, разнопланового и плодотворного сотрудничества наших стран, основанного на многовековых узах братства и добрососедства, исторической и духовно-культурной общности наших народов. Ярким подтверждением этого является установившийся беспрецедентно активный, насыщенный и конструктивный двусторонний политический диалог на высшем уровне. Ваш первый государственный визит в Узбекистан, итоги наших первых переговоров заложили прочную основу стратегического партнерства между двумя странами, придали мощный импульс наращиванию практического взаимодействия по всем направлениям. Глубоко убежден, что это отвечает коренным интересам наших стран и народов, способствует укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания, обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе. Хотел бы выразить искреннюю благодарность за традиционное радушие, сердечное гостеприимство, оказанное нашей делегацией в ходе участия в заседании Совета глав государств СНГ 27-28 сентября этого года в городе Душанбе. От всей души желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений вашей государственной деятельности во имя процветания страны, а братскому народу Таджикистана мира, благополучия и дальнейшего прогресса. Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан, в своем поздравлении отмечает: уважаемый Эмомали Рахмон, примите мои искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Благодаря неустанному труду во благо страны, богатому опыту и профессионализму в деле управления государством вы завоевали огромный авторитет своего народа. Желаю дальнейшего процветания и бурного роста Таджикистана под вашим руководством. С теплотой вспоминая ваш официальный визит в Астану, особо хотел бы отметить, что достигнутые договоренности способствовали всестороннему сотрудничеству между нашими двумя странами. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей ответственной деятельности, а братскому народу Таджикистана мира и процветания. В поздравлении президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева говорится: уважаемый Эмомали Рахмон, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Утвердившийся сегодня в Таджикистане мир, гражданское согласие, общественно-политическая стабильность связаны с вашим именем и являются основными факторами, обеспечивающими устойчивое развитие и социально-экономический рост страны. Азербайджан и Таджикистан связывают традиционно дружественные и партнерские отношения. Весом ваш вклад в сохранение и обогащение этих традиций. С удовлетворением вспоминаю недавние встречи с вами в Баку и в Душанбе. Убежден, что взаимные визиты, регулярные связи и впредь будут всячески способствовать всестороннему расширению и углублению сотрудничества наших стран. В этот знаменательный день желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в вашей
государственной деятельности. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравления следующего содержания. Уважаемый Эмомали Рахмон, примите самые сердечные поздравления по случаю дня рождения. Под вашим руководством Таджикистан динамично развивается. Государство стало донором стабильности и безопасности в Центральной Азии. С искренней теплотой вспоминаю наши встречи, состоявшиеся в этом году на дружественной и гостеприимной таджикской земле. Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать масштабные планы по расширению двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. От всей души желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в ответственной деятельности на высшем посту. Сооронбай Жээнбеков, президент Кыргызской республики, пишет: уважаемый Эмомали Рахмон, от чистого сердца поздравляю вас с днем рождения. Хочу поблагодарить за теплый прием и гостеприимство, оказанное мне и всем членам кыргызской делегации в ходе моего рабочего визита в Республику Таджикистан. Уверен, отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном и достигнутые договоренности, основанные на принципах равенства и взаимного сотрудничества, будут и далее углубляться и укрепляться во благо братских народов наших двух стран. Совместными усилиями дружественные отношения между нашими государствами будут и дальше развиваться в русле взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества. Уважаемый Эмомали Рахмон, искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, а братскому народу Таджикистана процветания. В поздравлении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова говорится: уважаемый Эмомали Рахмон, примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю дня вашего рождения. Отношения между Туркменистаном и Таджикистаном, имеющие глубокие исторические корни, основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Убежден, что двусторонние дружественные связи и взаимовыгодное партнерство между нашими странами будут и далее развиваться и укрепляться на благо наших народов. Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Эмомали Рахмон, искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана мира и процветания. Президент Республики Армения Армен Саркисян в своей поздравительной телеграмме лидеру нации, лидеру Таджикистана отмечает: уважаемый Эмомали Рахмон, примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. С вашим именем неразрывно связана вся современная история Таджикистана, ознаменованная успехами в экономическом и социальном развитии страны, ростом ее авторитета на международной арене. Убежден, наращивание армяно-таджикского межгосударственного диалога и конструктивного сотрудничества в рамках многосторонних структур, активные двусторонние контакты, совместные усилия по расширению взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах всецело исходят из интересов упрочения дружбы и отношений взаимного уважения народов двух стран. Желаю вам доброго здоровья и успехов в вашей деятельности на благо Республики Таджикистан. В поздравлении президента Украины Петра Порошенко приводится: уважаемый Эмомали Рахмон, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Надеюсь, что сотрудничество между Украиной и Республикой Таджикистан будут развиваться и углубляться на основе дружбы, которая традиционно присуща отношениям наших двух стран. Убежден, активизация взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций соответствует интересам обеих дружественных стран. Искренне желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, доброго здоровья, неисчерпаемой энергии, новых успехов в вашей важной государственной деятельности, а дружественному таджикскому народу мира и благополучия. Поздравительные телеграммы в адрес президента Республики Таджикистан, нашего лидера, уважаемого Эмомали Рахмона, по случаю дня его рождения продолжают поступать. Ну а новые телеграммы мы зачитаем вам в следующих выпусках информационной программы «Ахбор». Далее, сегодня в рамках